Конечно, нужно уважать все религии. Религия – это выбор личный. Но прежде чем истину принять, например, ислам, предлагаю вам просмотреть данный отрывок из лекции. Ну а потом вернемся. Можно ли говорить Аллаху худая, худаем, да, обращаться к Аллаху? Вот так нельзя называть обращаться к Аллаху. Почему? Почему? Во-первых, у Аллаха, субхану тааля, 99 имен. И все эти имена, они есть в Коране и в Сунне. Нету в Коране и Сунне, чтобы имя Аллаха было худай. Да? И человек должен обращаться к Аллаху именно теми именами, которые пришли. Всевышний Аллах говорит: «Валилляхи асмауль хусна». У Аллаха есть прекрасные имена, «фадууху биха». Обращайтесь к Аллаху этими именами. Если мы будем Аллаху обращаться, не будем обращаться к Аллаху этими именами, которые пришли, то тем самым мы отвернулись от этого аята. А другой вопрос, что это имя так называли, у персов было божество, которое называли Худай. Да, поэтому мы не должны уподобляться различным многобожникам, огнепоклонникам и так далее. Аллах – самое лучшее имя. Не надо обращаться то, что не пришло. Первое. Это что получается? Если, допустим, я принял ислам, значит, я не имею права на своем родном языке произносить имя Всевышнего Хуцау. Вот и приехали. Второе. Напомню, что родственные нам по языку народы, памирцы, заз, даты, калыши, талыши, памирцы, афганцы и другие, у всех Всевышний начинается на памирцев хуво, худо, у персов хуршет. У нас хуцау или хусау. Связано это с солнцем, но наше однобожие, подчеркиваю, не понято по невежеству, ибо мы не поклоняемся солнцу как физическому объекту, а представление древних ариев солнце олицетворял свет Бога в физическом мире, то есть посредством солнца, через солнце, и пронизывает все бытие. То, что вы называете многобожием, поклонением, на самом деле это все силы творения природные Творца в одном бытие, то есть проявление Творца посредством материи, того, что мы можем обозревать, видеть, и являемся частью одного единого целого. То, что мы называем везде во всем. Вот поэтому у нас в нашей культуре одно бытие, наш Бог, которого мы на своем языке называем Хуцау, не говорит нам о именах, которые нужно произносить или нет. Но есть небожители, которых мы называем именами, которые являются силой природных стихий, и мы в целом сами являемся частью этого единого бытия, поэтому и более наше древнее самоназвание нарты, то есть частицы Бога. То есть арт в нашем языке это огонь, обозначение духа. Поэтому, если кто-то эту одну истину искажая, разделяет, называя только своего Бога истинным, для меня они есть многобожники, потому что тут, как вы поняли, речь не о многобожии, а об одном бытие и о разных его сил творений. Поэтому лично мой совет каждому астину: не надо сразу в крайности впадать, поспешно делать выводы, прежде чем что-то принимать, лучше изучите
глубоко свою традиционную духовно-религиозную культуру, мировоззрение. И главное понимание представителей данной культуры, древних ариев. Почему связано это с солнцем, с огнем, ну и так далее и тому подобное. Ищите прежде всего правды в своих корнях. Плюс еще очень важно то, что нужно учитывать, что за всем этим стоит политика, политические глобальные мировые силы. Также являются инструментом для правления людьми, рычагами правления, влияние на сознание, на массу тоже. Поэтому, конечно, мой вам совет: выбирайте свои корни, ибо если так будут все принимать другие религии, конфессии, уходить с головой в изучение другие культуры, то что останется со своей? А в итоге что мы получаем? Сегодня в наше святилище заносят спиртные напитки, мусорят, что, конечно, непозволительно, ну и так далее и тому подобное. Теряется наш язык, культура и так далее и тому подобное. То есть лично тем остинам я советую искать правду своих, прежде всего, корней. А если мы будем принимать другие религии, не допоняв, не поискав правду в своих корнях, искажая ее истинную суть, однобожие, бытие, знания, которые заложены в нашей культуре, мы ставим крест с точки зрения других мировоззрений. Как вы поняли, чаще всего больше из-за невежества происходит искажение и распространение неправильной информации. Благодарю за внимание.